Эмма, в Москве адыги, черкесы каким образом встречаются, общаются, отмечают какие-то праздники, даты, как работает культурный центр, как в Москве вот происходит жизнь среди адыгов? В Москве адыги общаются, встречаются, мне кажется, даже с большей радостью, чем на родине. Потому что, когда ты живешь в кругу своих, это воспринимается как должное. Может быть, это не особо и ценят, потому что это, как воздух, ты этим дышишь и дышишь. А когда вот ты попадаешь в другую среду, и ты понимаешь, как тебе не хватает родной музыки, родной еды, родных лиц. Родной речи. Родной речи, да, на самом деле. Поэтому общаются, несмотря на то, что мегаполис, конечно, он очень много отнимает времени и сил, но с удовольствием люди общаются, встречаются. Проходят много всяческих творческих вечера. Что на них происходит, на творческих вечерах? На творческих вечерах, последний вечер молодого исполнителя нашего, который в Москве еще был не особо известен. В Кабарде его уже знали, а здесь вот он первый раз провел свой вечер, Тимур Хацаев. Очень красиво прошел вечер, мы работали там вместе с ним. Он исполнял песни адыгские, поскольку он на часть осетин, осетинские, русские, итальянские. То есть человек показал все, что он мог, и настолько тепло это красиво было принято залом. В конце сделали, как и полагается, у адыгов все праздники заканчиваются, это джег. То есть танцы, молодежные танцы, да, танцевали, и все радостные, довольные разъехались. Несколько раз, не несколько раз, а вот каждый год 1-2 концерта дает и Заур Нажидович с удовольствием. Когда он нас приглашает, мы с удовольствием идем с ним работаем. Вот. Также очень часто приглашаются наши ансамбли государственные, академические, танцующие, Нальмес, Кабардинка. Потому что вот танец, это все-таки, конечно, это, наверное, основное то, что люди стараются Эмма, увидеть. Насколько я знаю, вот один из самых знаменитых танцев – танец с кинжалами, да? Ну да, он как бы общекавказский. Да. Но, в частности, это у черкесов есть, конечно. Да. Если я не ошибаюсь, он заканчивается тем, что кинжалы втыкаются в сцену. Я помню, был случай, когда в Азербайджане Чем меньше промаха, тем удачнее. Да, когда в Азербайджан приехал выступать вот такой ансамбль, в первом ряду сидел Гейдар Алиев, и когда вышли на сцену с кинжалами, его служба безопасности очень сильно перенервничала, когда они полетели в пол. Чуть ли они не кинулись закрывать его своим телом. А какие еще танцы существуют, такие знаменитые? Так, для адыгов танец с кинжалами, это, скажем, такой больше общекавказский, да. У адыгов основные танцы это кафа и зафак. Ну вот у кабардинцев, черкесов это кафа, у адыгейцев это большие такое... коллективные или Нет, это когда... это танец первого знакомства, как его называют, танец приглашения. Юноши с девушкой, да. значит. Это танец, который может танцевать одна пара, несколько пар. Это чинный, скажем так, да, вот свадьба или какое-то такое мероприятие общее, где люди вот как знакомятся. вечер был, да? Да, вечер. И он такой очень строгий, торжественный, чинный. Почему? Потому что бывает так. У нас есть распорядитель на танцах, да, хатьяква, который говорит там, вот такой-то, такой-то танцует. И выходит совершенно незнакомый юноша, и к нему подводят совершенно незнакомую девушку. Да, поэтому люди танцуют его так строго, выдержанно. Чинно. Да, потому что они не знают друг друга. Они танцуют, присматриваясь друг к другу, как-то пытаясь показать себя вот как-то так, достойно. Да. Это именно вот такое знакомство. Поэтому он такой самый первый танец, который танцует всегда чаще всех, и который любят больше всех. Остальные уже такие полегче, повеселее, порадостнее. У меня такой нескромный вопрос. Вот подвели девушку, да? А отказаться можно танцевать? Вот когда распорядитель ее подвел. Или такого даже не пробуют делать? Так не бывает. Так не бывает. Так не бывает. Если девушка по каким-то причинам не может танцевать, у нас просто так вот из толпы не подводят. Встает ряд юношей, и встает ряд девушек. И туда встают только те, которые хотят и могут танцевать. И если ты уже в этот ряд встал, то независимо от того, это же вот хорошо, если незнакомый, да, а ведь может попасть и знакомый, человек, которого, может, ты там, не любишь, не нравится, какая-то у тебя к нему неприязнь. И вот это показать на публике, это себя опозорить. Поэтому она танцует так же красиво, так же доброжелательно,
и внимательно, как танцевала бы с любым. Именно в этом и заключается мастерство держать себя на людях. Это то, что называют адыгахабза, где все прописано, как надо себя Адыгский вести. этикет. Да, Адыгский это этикет. древний старинный адыгский этикет, который прописывает на каждый случай жизни правила поведения.